Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Тюрксой обсудили перспективы культурного сотрудничества. Туркменистан участвует в семинаре по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Молодежная сборная Туркменистана по футболу проведет сборы в Испании и другие новости. В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Миредова с делегацией во главе с генеральным секретарем Тюрксой Султаном Раевым. 2024 год является знаковым для Туркменистана в тюркоязычном мире. На повестку встречи были вынесены актуальные вопросы сотрудничества и перспективные направления партнерства. Особое внимание на встрече было уделено организации предстоящих совместных мероприятий, направленных на популяризацию творчества Махтумкули Фраги и культурной значимости города Анау. Туркменская делегация принимает участие в обучающем семинаре по борьбе с незаконным трансграничным оборотом культурных ценностей в Анталье. В состав туркменской делегации входит ответственный секретарь Национального комитета Туркменистана по делам ЮНЕСКО, а также представители Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы и Государственного музея Туркменистана. С сентября 2022 года Туркменистан является членом Международной конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, экспорта и передачи права собственности на культурные ценности и зарекомендовал себя как активный партнер в этой сфере. По инициативе родительского комитета для коллектива 9 класса совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени Пушкина организован двухдневный тренинг по правилам оказания первой доврачебной помощи. Тренинг проводили инструкторы Национального общества Красного полумесяца Туркменистана. Девятиклассники в ходе практических упражнений определяли степень той или иной травмы, учились оказывать помощь при инфаркте, инсульте, ожогах, отравлениях и даже укусах змей и животных. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили при встрече посол Туркменистана в Токио Байрамов и посол Филиппин в Японии Милен Гарсия Альбана. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в Маниле в августе этого года. В центре внимания были вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне, налаживания межпарламентского сотрудничества, развития торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Популярное заведение на туристическом курорте Аваза готово встретить посетителей в бархатный сезон. Ресторан «Султан» предлагает гостям отличную кухню и разнообразие мест для комфортного отдыха. Посетители могут выбрать столики на побережье Каспийского моря, насладиться уютной атмосферой внутри ресторана или расположиться в VIP-зоне. Такой выбор позволяет каждому гостю найти идеальное место для отдыха и трапезы. Кроме того, ресторан «Султан» принимает заказы на проведение банкетов, что делает его отличным выбором для празднования важных событий на фоне живописного пейзажа Авазы. На Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, прошедшей в Астане под эгидой ЭСКАТа, представители Министерства цифровых технологий Узбекистана провели важную встречу с казахстанскими коллегами. Ключевым итогом переговоров стало заявление о намерении двух стран объединить усилия в космической сфере. Стороны договорились разработать конкретные предложения по совместному запуску космических спутников до конца 2024 года. Первый прямой авиарейс из китайского города Урумчи приземлился в аэропорту Еревана, ознаменовав начало регулярного воздушного сообщения между Арменией и Китаем. Это историческое событие стало результатом многолетней работы и открывает новую главу в отношениях двух стран. Рейсы по маршруту Урумчи-Ереван-Урумчи будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Ожидается, что новое авиасообщение будет способствовать росту пассажиропотока, развитию образовательных и культурных контактов, а также укреплению делового сотрудничества между двумя народами. Молодежная сборная Туркменистана по футболу до 20 лет проведет учебно-тренировочный сбор в испанском городе Мурсия с 4 по 15 сентября в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии 2025 года. Команда под руководством главного тренера Довлетмурада Аннаева планирует сыграть 2 товарищеских матча. 7 сентября против сборной Уэльса и 9 сентября против сборной Фарерских островов. Перед отъездом в Испанию сборная провела первые тренировки на прилегающих полях стадиона Ашхабад. Кичи на выезде со счетом 2-2 сыграл в ничью с Норд Дистрикт в матче первого тура премьер-лиги Гонконга по футболу. В составе Кичи голы забили узбекский форвард Шерзот Темиров и бразилец
Жуниньо. Туркменский полузащитник Кичи Руслан Мингазов вышел в стартовом составе, провел полный матч, но результативными действиями не отметился. В следующем туре 14 сентября Кичи дома примет Саутерн Дистрикт. Национальная сборная Туркменистана по футзалу прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в учебно-тренировочных сборах. В рамках подготовки команда Якуба Авезова проведет 2 международных товарищеских матча 5 сентября против Саудовской Аравии и 7 сентября против Франции. Туркменская команда уже приступила к тренировкам на сборе в Дубае. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.